Информационный выпуск Амши Кушара на канале Абхазского телевидения. Здравствуйте. Сегодня в выпуске 8 основных и 1 дополнительный вопрос рассмотрели депутаты. Репортаж заседания сессии Народного собрания. Без кровли ураган снес крышу Калдахарского интерната. С целью социальной адаптации праздник для особенных детей в реабилитационном центре. Приняты постановления об определении денежных средств на содержание аппарата уполномоченного по правам человека, а также отчет Национального банка Республики Абхазия за 2017 год. 8 основных и 1 дополнительный вопрос рассмотрели депутаты Народного собрания сегодня на очередном заседании сессии парламента. Исполнение бюджетов различных государственных и внебюджетных фондов – основные вопросы повестки дня очередного заседания сессии парламента. Эти вопросы уже обсуждались на заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Поэтому профильный комитет рекомендовал принять исполнение бюджетов всех фондов. При этом отмечалось, что ни один из бюджетов фондов не исполнен на 100%. Председатель фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба проинформировала, что задолженность перед фондом на 1 января 2018 года составляет более 16 миллионов рублей. Правда, это переходящие долги, накопленные с 1994 года. На сегодняшний день фонд финансирует 2 целевые программы – обеспечение медикаментами по родовспоможению, обследованию беременных и онкобольных. Если было предусмотрено 11 миллионов с чем-то, то было 9 миллионов с чем-то потрачено, потому что у нас и роды чуть-чуть уменьшились. Но это не говорит, что в Абхазии дети не рождаются. Просто наши женщины выезжают за пределы Республики Абхазия. Что касается онкобольных, здесь можно сказать, что они увеличиваются, омолаживается. То есть и как и в пожилом возрасте, так и в молодом возрасте это заболевание. Мы обеспечиваем их препаратами первой и второй линии. У депутатов возникли вопросы к заместителю председателя Дорожного фонда Виталию Цвижба по поводу состояния дорог республиканского и местного значения. Дмитрий Дбар отметил, что особенно в плохом состоянии находятся сельские дороги. Депутат поинтересовался, как решается этот вопрос. Виталий Цвижба проинформировал, что на эти цели районам Абхазии выделяется 2,5 миллиона рублей. Представьте себе эту сумму и представьте стоимость дорог, как с твердым покрытием, так и грунтовых. С твердым покрытием мы вообще не имеем возможности выполнять, особенно по дорогам местного значения, поскольку они сильно большая стоимость. В основном выполняем работы по грунтовым дорогам, по заказам администрации этих районов и по мере тех возможностей, которые имеются в дорожном фонде. К председателю фонда социального страхования Амирану Какале у депутата возник только один вопрос. Чем обосновывается низкий показатель в 8% исполнения расходов по выплатам пособий женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности? Самая главная причина, которая существует, нашим женщинам, матерям, им дорого обходится объявляться в женскую консультацию. У нас нет подтверждающих фактов. Мы обратились с письмом в Министерство здравоохранения для того, чтобы подписать вневедомственное соглашение, чтобы они нам предоставляли по всем женским консультациям, начиная Гагарского района, заканчивая Галского района, всю информацию, люди, которые поступают к ним. В итоге исполнение обязательного медицинского, социального, дорожного и пенсионного фондов, а также государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии принято во втором и окончательном чтении. С отчетом исполнения бюджета фонда репатриации депутатов ознакомила главный бухгалтер организации Инга Хурхмал, так как председатель фонда Джон Смыр написал заявление об уходе. К данному отчету у контрольной палаты есть вопросы, и поэтому документ был принят в первом чтении. Председатель Нацбанка Беслан Барателия представил годовой отчет, согласно которому прибыль главного банка страны в 2017 году составила порядка 66 миллионов рублей. Кроме того, Нацбанк увеличил сформированные резервы на 36,6 миллионов рублей и провизии на 40 миллионов. По итогам 2018 года он был достаточно сложным для банковской системы. Значит, доходы
составили 265 миллионов рублей, ну и преимущественно за счет процентных доходов, поскольку это банк. Расходы 198 миллионов, и прибыль банка составила 66 миллионов рублей. Помимо этого, значит, Национальный банк увеличил сформированные резервы, то есть накопленную прибыль, на 36,6 миллионов рублей. И на данный момент 186,5 миллионов она составляет. Помимо этого увеличены сформированные провизии по предоставленным кредитам на 40 миллионов рублей. На данный момент они составляют 288 миллионов рублей. И в течение прошлого года Национальным банком также выплачивался субординированный кредит в размере, значит, 117 миллионов рублей. И на данный момент из 700 миллионов рублей, которые были предоставлены Республике Абхазия, по графику выплачиваются траншами суммы. На сегодня остаток средств, суммы, которую Банк Абхазии должен будет выплатить до 2020 года, составляет 266,6 миллионов рублей. В итоге годовой отчет Национального банка Абхазии был принят. Депутаты также утвердили постановление об определении денежных средств на содержание аппарата уполномоченного по правам человека, согласно которому на содержание аппарата выделено порядка 3 миллионов 120 тысяч рублей. Выработка национальной идеи, борьба с коррупцией, реформирование системы власти и системы преподавания абхазского языка и объединение народа. Таковы основные цели и задачи общественного объединения «Абсхара», презентация которого прошла сегодня в Сухуми. Была также утверждена структура новой организации. Репортаж на Алыковой. Структуру общественного объединения «Абсхара» составляют Высший совет и исполнительный комитет. Главой Высшего совета избран Гурам Гумба, а председателем исполкома объединения – Ливан Мика. Руководители и члены «Абсхара» обозначили основные направления своей деятельности. Глава Высшего совета объединения Гурам Гумба обозначил проблемы, стоящие перед обществом. По его мнению, Абхазия на протяжении десятилетий пребывает в экономическом, политическом и духовно-нравственном кризисе, и это недопустимо. Для объединения народа сегодня нужны те люди, которые являются носителями нового морального и этического кодекса. А для этого, прежде всего, необходимо возрождение не фольклорное, не курортно-сервисное, а подлинное возрождение государственных традиций, государственной культуры абхазского народа Апсуара, подлинное возрождение абхазской государственности Абсхара. По мнению члена общественного объединения «Абсхара» Адгура Лагвилава, органы местного самоуправления являются номинальными. Он также затронул тему коррупции в стране. Мы считаем, что центральная власть должна заниматься вопросами безопасности, внешней политики, представлять и реализовывать долгосрочные планы развития. Вопросы же местного значения должны всецело входить в компетенцию выборных местных органов. Проблема минимизации коррупции – одна из самых актуальных, которые стоят перед нашим государством. Помимо мер государственного характера, механизмов контроля и наказания коррупционных преступлений, нужна работа по информационной поддержке борьбы с коррупцией. Председатель исполнительного комитета объединения «Абсхара» Ливан Мика видит корень проблем в отсутствии национальной идеи, которая, по его словам, не может быть создана отдельным человеком или малочисленной группой людей. Она может быть выработана только большим кругом единомышленников, считает Мика. Нашей основной задачей становится создание новой, на основе восстановления имеющей древние традиции национально-государственной идеологии. Мы решили создать интеллектуальную площадку для ученых, институтов, организаций и всех заинтересованных, чтобы на этом этапе проанализировать основные теории учения, которые могут стать методологической основой для ее разработки. Члены «Абсхара» считают необходимым превращение объединения в общенациональный центр, в котором генерировались бы идеи выработки концепции развития независимого абхазского государства, где комфортно жилось бы всем гражданам республики, независимо от этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности. Для решения поставленных задач общественное объединение приглашает к сотрудничеству всех неравнодушных граждан страны. На Алыкове, Беслан Джинжоли, Абхазское телевидение.
Значимость планирования, оптимальный сценарий развития республики. Эти важные темы обсуждали специалисты в рамках международного научно-практического семинара, прошедшего в столице. Организатором мероприятия, в котором при помощи видеомоста участвовали и российские эксперты, выступил Центр стратегических исследований при президенте Абхазии. Нисфа Аршба поделится подробностями. Процесс создания и претворения в жизнь программы планов действий, нацеленных на выполнение стратегических задач устойчивого развития государства, необходим. Это общепризнанная истина. И это стратегическое планирование не может быть краткосрочным. В послевоенные годы у нас сложилась практика планировать не более чем на год. Это не только не помогало вывести республику из кризиса, раскрыть все возможности государства, но и мешало ее безопасному и стабильному развитию, говорят эксперты. Должен быть достаточно высокий уровень упорядоченности структуры общества. Такой тоже, к великому сожалению, у нас нет. Планирование требует социального порядка, правового порядка, эффективной деятельности органов власти и управления. Много факторов. Происходящие в нашей стране социально-экономические процессы, по мнению экспертов, по-прежнему продолжаются по инерционному сценарию. Выход, уверены специалисты, есть и не один. Необходимо воплощать в жизнь долгосрочную государственную программу социально-экономического развития Абхазии до 2025 года, утвержденную президентом страны еще в марте 2016 года. В данном случае я ничего нового вам не предлагаю. Эта схема изложена в нашей стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Значит, в этой схеме вы видите вот три формы планирования. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное. Причем они весьма тесно взаимосвязаны. Самостоятельно ни одной из этих форм планирования давать ожидаемый эффект не может. Только в связи, во взаимодействии и в синхронном их использовании мы можем рассчитывать на успех в социально-экономическом развитии. Однако еще не все механизмы развития, предусмотренные главным стратегическим документом, разработаны. И это тормозит решение важных задач, стоящих перед нашим государством, убеждены эксперты. Семинар собрал специалистов в самой разной области. Все они говорили о дальнейшем развитии государства с учетом самых разных аспектов. Российские специалисты предлагают начать масштабное планирование со сбора полной информации о существующих у Абхазии ресурсах и возможностей. Это основа основ. По мнению экспертов, только выполнение всех шагов может привести к главному результату, а до тех пор кризис будет только усугубляться. Низкие темпы роста, региональные диспропорции, низкий уровень занятости в реальном секторе экономики, высокий уровень в системе госуправления, низкий платежеспособный спрос и так далее, и так далее. Это все общеизвестно, но дает ли нам система планирования, которая сегодня сложилась, разрешение вот этих проблем? На мой взгляд, пока не дает. Официально переходим к социально смешанной рыночной экономике, при которой социальная модель должна быть доминирующей. То есть интересы человека, гражданина, общества должны быть, как Олег Нестерович, вы заметили, первичной над общими государственными целями и задачами. То есть все, что делается в области экономики, должно быть направлено на улучшение жизни народа. По мнению основных докладчиков, программа экономического развития «25 шагов» не панацея. Научное планирование как таковое может дать эффект лишь тогда, когда все его три формы – долгосрочная, среднесрочная, краткосрочная – используются синхронно. И эти обязательные пункты необходимо дополнить первичной официальной информацией об инвестициях, ресурсах и показателях. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоlia, Абхазское телевидение. Буквально несколько дней назад в результате сильного порыва ветра частично была повреждена кровля спального корпуса Калдахарской школы-интерната. Это уже второй случай, когда шквалистый ветер обрывал крышу здания. Первый раз это произошло 6 лет назад. Тогда специалисты уложили листы профнастила. На этот раз порыв ураганного ветра вновь сорвал более 250 квадратных метров кровли. Руководство учебного заведения сообщило о случившемся в Министерство образования республики. После случившегося я утром поставил в известность министра. Тут же после этого приезжали специалисты, они все оценили,
все сделали, и для того, чтобы последствия не были более пагубным, я думаю, что в ближайшее время это все будет устранено. В настоящее время потолки находятся в нормальном состоянии, ни одно пятно, ни одна капля воды туда вовнутрь как бы не прошла. В Абхазском государственном университете состоялась научно-практическая конференция, посвященная 80-летию со дня рождения профессора, выдающегося ученого, известного общественного деятеля Олега Шамба. Друзья, соратники и родственники Олега Багратовича тепло вспоминали о нем, говорили о его нелегкой, но наполненной важными событиями жизни. Вклад ученого в развитие только национальной экономики, несомненно, очень ценен. Его трудами, научными работами до сих пор пользуются студенты и аспиранты. Несмотря на почтенный возраст, Олег Шамба до последнего продолжал участвовать в жизни родного университета. Ученый, имя которого навсегда золотыми буквами вписано в новейшую историю абхазского государства, был необычайно талантливым и разносторонним человеком. Сфера научных интересов Олега Шамба простиралась от анализа особенностей экономики до стремления изучить абхазский фольклор. За спиной академика более 360 радиорепортажей и статей, 200 научных трудов, в том числе 60 монографий, книг, учебных пособий. Он заслуженно пользовался большим авторитетом у студентов и преподавателей. Олег Багратович – великий человек, большой ученый, большой друг. Как ученый он давал, безусловно, серьезные научные направления нам. Работая завкафедрой, могу смело сказать, что я у него училась. Человек большой открытой души. И все пути решения научных проблем он зеркально мог представить и помочь. Конечно, мы его чтим всегда, не забываем. И коллектив университетский, все его любили. И с ним было всегда легко и интересно. В памяти он у нас остается всегда. По своей природе это был доброжелательный, справедливый человек. Активная гражданская позиция и нетерпимость к дискриминации собственного народа в далекие советские годы привели Олега Шамба в ряды национально-освободительного движения. Печально, конечно, что вот так трагически ушел из жизни один из ярких представителей не только нашей фамилии Шамба, но и всего нашего общества. Человек, который пользовался большим уважением, авторитетом. Это человек, который всегда проявлял свою принципиальность, бескомпромиссно боролся еще в советское время с коррупцией, с беззаконием. Это сделало его неугодным для властей, но тем не менее он пользовался в обществе большим авторитетом. Мог бы еще много пользы принести для абхазского общества, но, к сожалению, так случилось. Мне хочется пожелать, чтобы в абхазском обществе было побольше таких патриотов, таких принципиальных людей, как Олег Багратович Шамба. Олег Шамба много лет назад разработал собственную программу социально-экономического развития Абхазии. Кроме того, он внес немалую лепту и в разработку стратегии государственной программы социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Наряду с научной деятельностью талантливый ученый писал стихи, собирал абхазские пословицы. Им была проделана большая работа по сбору, переводу на русский, пропаганде и популяризации национального фольклора на родине и за рубежом. И это лишь малая часть того, что академик Олег Шамба оставил в наследство. Нисфарш Бельдар Дамиров, Абхазское телевидение. Праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, прошло в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Профессиональные артисты и юные дарования подарили детям настоящий праздник. Репортаж Алики Трапш. Ежегодно в канун Международного дня защиты детей в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями проводятся различные мероприятия. В этом году для особенных детишек был организован концерт с участием детской балетной студии «Ника», музыкальной студии «До Ре Ми» и команды детских аниматоров.
Кругом царила атмосфера радости и веселья. Дети пели, танцевали, играли с аниматорами. Каждый из них в эти минуты был по-настоящему счастлив. Мне понравилось больше всего, как дети пели. Мне больше всего понравилось это, с ними станцевала. Мне понравились клоуны, как мы играли с ними. Для каждого родителя самое главное в жизни, чтобы его ребенок был здоровым и счастливым. Они благодарны организаторам праздника, которые сделали все возможное, чтобы подарить детям настоящий праздник. Нашим деткам очень понравилось. Спасибо всем за то, что организовали такой праздник. И нам тоже, взрослым, очень понравилось. Каждый год организовываются для детей такие праздники. Было очень приятно. Аниматоры, дети очень красиво выступили. Большое спасибо организаторам. Не все дети, присутствующие на праздничном мероприятии, могли передвигаться самостоятельно. По словам специалистов, детям с особенностью развития нужно больше уделять внимание с целью их социальной адаптации. И такие события этому способствуют. Такая акция показывает этим детям, что они защищены, что они имеют какую-то поддержку среди нас, и взрослых, и детей с неограниченными возможностями, что они могут с нами общаться на равных, что они и в будущем будут как-то вовлечены в эту жизнь, и их личную значимость. Что подавляет, в принципе, таких детей? Это их ненужность. А мы должны как раз-таки показать, что они также нужны, также любимы, как и другие дети. Помимо самого концерта, для детей и их родителей было организовано праздничное угощение. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Министерство экономики Республики Абхазия объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста в управлении государственных инвестиционных программ. Конкурс состоит из 3 этапов – IQ-тестирование, тестирование на оценку профильных знаний и собеседование. Для подачи заявки на участие в конкурсе необходимо заполнить справку резюме и отправить ее на электронный адрес Министерства экономики, который вы видите на экране. invest@minekonom.ra.org. Заявки принимаются до 4 июня включительно. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ближе к вечеру местами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем плюс 21-26 градусов. Температура морской воды плюс 21 градус. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.